Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясы. А кошку как зовут? Матроски. Вся их жизнь разделилась на «до» и «после». «До» — это до баскетбола, а не до травмы, как, наверное, многие подумали. Травма, конечно, здорово повлияла на судьбу этих ребят, но, как ни парадоксально, не так кардинально. Именно баскетбол на колясках, удивительная, можно сказать, волшебная игра, стала не просто увлечением, образом жизни, самой жизнью. Если бы, допустим, я сейчас не занимался этим баскетболом, я бы до сих пор жил в деревне. За это время я, как говорится, женился, заимел 3 детей. Баскетбол что дает? Ну, баскетбол, как говорится, все дает. Вот вы сказали, в жизни, это как раз и есть жизнь. Живем баскетболом, играем. Все это тем более удивительно, ведь никто из этих ребят раньше баскетболом не занимался. В лучшем случае все ограничивалось школьными тренировками. Гренадерским ростом также никто не отличается. Но это не мешает не только попадать мячом в кольцо, но и делать это лучше всех в стране. Виталий Раков – один из баскетболистов нашей команды, который играет в сборной России. В баскетболе на колясках не важно какого ты роста, да. Тут важно желание и стремление. Мы работали в других видах спорта, и не с колясочниками, а в таком. Этим ребятам надо ставить памятник. Они отдают себя на тренировку гораздо больше. Хотел научиться на гитаре играть. Сейчас уже спорт. Да, спорт мне что-то не получилось. Чтобы играть на профессиональном уровне, мало изматывать себя на тренировках, нужно работать и дома. Александр Иванов один из тех, кто этому правилу следует неукоснительно. Благо дома семья ему для этого создает все условия. Со своей женой Лилией он познакомился в реабилитационном центре. Переглянулись глазами. Да. В реабилитационном центре, да? У вас тоже там была? Грыжа межпозвоночная, да. Тоже диагноз определенный. Можно и без подробностей? Нет, я стесняюсь. Любовь и баскетбол творят чудеса. С тех пор Александр летает по паркету. Но у него хватает сил и для полноценной семейной жизни. У Ивановых 3 прекрасных сыновей. Тимур, Никита и Клим. Все занимаются спортом. У нас день начинается очень весело. В 5 утра встаем на хоккей, потом везем в школу. Садика пока нет. У нас старший смотрит, когда я уезжаю, ребенка. Потом, ладно, в общем, тоже без подробностей. Баскетбол дал какой-то толчок, стимул, то, что вот можно развиваться, можно расти, не то, что ты там сел на коляску, там инвалид просто, и все, и тебя там все жалеют, а тут как более самостоятельный стал. Александра, как еще несколько парней, в команду привел Андрей Чугунов. На хоккей приедешь, высматриваешь кого-нибудь. Кто там? Руки крепкие, че сидишь вроде, чем занимаешься? Да ничем, чего-то. Я говорю, айда приходи. Ну, нет, не знаю. Я говорю, ты приди, попробуй. Понравится, останешься. Вот уж действительно настоящий капитан и душа команды. Ему кажется, до всего есть дело. Лидер и боец и на паркете, и в жизни. Его история – пример для других. Андрей сам через многое прошел и всегда готов поделиться и опытом, и советом. В первое время все-таки нужно дать немножко свободы. Слишком вот этого как раз опекания, оно чересчур. Потому что потом уже человек как обрастает бытом вот этим вот все, вот уже привыкает к тому, что так, я сейчас позвоню, придут. Там даже вот на улицу люди не выходят, потому что вот позвонят, и все, как говорится, все в гости придут, это все друзья пришли. И я сказала, никаких баскетболов, ты что, у тебя же с ногами, ты еще хочешь что-то с руками, было много вот такого вот, еще так его в ребенка так хорошо превратить, ты куда, так нельзя. Что в этот момент произошло? Андрюша очень, спокойно принимал всегда заботу, какое-то время, и тут я вижу чисто мужской взгляд, без крика, без какого-то давления, но он так хорошо показал свои границы, он сказал, я только схожу и посмотрю. Они едут, забивают, и вот у меня такое было внутреннее состояние, что они сейчас встанут и будут на ногах бегать. Вот у меня был вот такой вот прям, знаете, думаю,
как хорошо, что это кто-то придумал, что они могут на колясках играть. Привет! Привет, мой хороший. Поздравляю тебя с победой, мой хороший. Привет, тебе, мой хороший, мой золотой. Ты, наверное, не думал, я тут дома, тебе праздник. Знаете, какая радость, то, что люди не безразличны, что почему других-то спортсменов встречают, а вот их не встречают. А для них, я считаю, что это ну, вот какое-то вот особое внимание. Когда он приезжает со всеми этими наградами, и, конечно, первое, что он делает, у нас какая-то такая есть, какой-то такой ритуал, не здравствуй, там не го-го-го, ничего, он медленно, так важно и так чинно достает медальку, я наклоняю голову, то есть эта медалька, это, ну, для меня, у нас тут еще и кошечка, и мы так все вместе, и уже только потом вот это вау-вау-вау. Виктор, давно за рулем уже? Давно, да. Они действительно абсолютно полноценные и счастливые люди. Иногда даже кажется, что хандрить, обижаться им просто некогда. Эти ребята живут насыщенной жизнью и все успевают, как Виктор Кайнов. И на тренировки ходить, и работать в такси. Я даже стройкой в свое время как-то занимался. То, что... Стройка? Да, ну, то есть у меня была своя бригада, инструмент, я делал проект 3D, из дерева мы делали беседки, то есть я уже все попробовал, я полностью счастливый человек. Даже есть люди, которые просто на ногах здоровые, и мне их иногда жалко, потому что что-то у них не получается в жизни. Множество раз посещали Литву, Латвию, а потом Германию вот, на сборах каждый год были. Евролига там была. Вот. Ну, где-то 5 раз уже были в Германии, в Италии 2 раза были. Единственное, чего, может быть, недостает, чистая формальность. Обыграть басков, непобедимую команду из Санкт-Петербурга. Над этим тренерский штаб и команда сейчас активно работают. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней. Күңел түренә яшерелгән хискә ирек бирсин сойлап алырга. Илһамланып җырның агаңына канатланып балкып янырга. Канатландыра торган җырлар. Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясе. 8 декабрь. Пирамида.